Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 7 июля в ходе ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге Комитет по политическим вопросам и безопасности в своей резолюции в очередной раз призвал Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, назвав его незаконным. Ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел Абхазии. МИД Абхазии также обратился к руководству парламентской ассамблеи ОБСЕ с призывом воздерживаться от вынесения на голосование конъюнктурных политизированных проектов резолюций, серьезно осложняющих проведение конструктивного диалога в рамках женевских международных дискуссий. В ходе ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге принята резолюция, касающаяся в частности положения в области безопасности и прав человека в Абхазии. Представленная грузинской делегацией резолюция содержит стандарты для подобного рода документов, набор пропагандистских штампов о ситуации на так называемых оккупированных территориях, а также бессмысленный призыв к России отменить решение о признании независимости Республики Абхазия. Завидным упорством грузинская сторона распространяет свою версию о ситуации в Абхазии, используя многочисленные международные площадки ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО, Совет Европы и другие. Со времени агрессии Грузии в Абхазии в 1992-1993 годах политика Тбилиси в отношении Абхазии, несмотря на выдвигаемые время от времени мирные программы, не претерпела существенных изменений и продолжает носить антигуманный и дискриминационный характер. Не просматривается какого-либо движения в сторону переосмысления неприемлемых для Республики Абхазия подходов. К сожалению, отсутствует и понимание того, что решение о признании Российской Федерации независимости Республики Абхазия полностью отражает волю многонационального народа Абхазии и не может быть отменено. Принимая с подачи Грузии ангажированные документы, парламентарии стран ОБСЕ неосознанно подрывают те основополагающие принципы, которым должна следовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Считаем, что если бы у представителей парламентской ассамблеи ОБСЕ было бы желание ознакомиться с точкой зрения Республики Абхазия и более детально разобраться в существе грузино-абхазского конфликта, то, возможно, оценки парламентариев стран-членов ОБСЕ были бы более сбалансированные, и они не оказались бы под доминирующим влиянием тбилисской пропаганды. Призываем руководство парламентской ассамблеи ОБСЕ воздержаться от вынесения на голосование конъюнктурных политизированных проектов резолюций, серьезно осложняющих проведение конструктивного диалога в рамках международных женевских дискуссий. Резолюцию ОБСЕ в интервью нашей программе также прокомментировал чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин. Наша позиция очень простая. Владимир Владимирович Путин отметил года 3 назад, что отзыва признания Абхазии и Южной Осетии не будет. Это принципиальная позиция Российской Федерации. Вы находитесь сейчас в здании российского посольства в Республике Абхазия. И, наверное, это для вас тоже внушительность этого здания, она оказывает определенное влияние на этот ответ. Вот. На мой взгляд, если Грузия не изменит свою позицию, то они просто в конце концов проиграют. На прошлой неделе завершился 48-й раунд Женевской дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. И грузинская делегация попыталась обвинить Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии. Это не удалось. Абхазия и Южная Осетия, их представители очень четко доказали на фактах, что никакой оккупации не существует, что в обеих республиках созданы полноценные органы власти. Поэтому, наверное, говорить об этом сегодня – это просто глупо.
Похищенному Умару Мирцхулава удалось сбежать от удержавших его преступников. Напомним, что Умар Мирцхулава 1979 года рождения был похищен 17 апреля 2019 года. Управляя автомашиной «Мерседес», следуя по улице Ишерская в селе Гумиста Сухумского района, он был остановлен внедорожником белого цвета, откуда вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием. 6 июля 2019 года ранее похищенный гражданин Мирцхулава удалось сбежать из места, где он содержался, и он явился в правоохранительные органы. В тот же день в результате слаженных действий сотрудников службы государственной безопасности Министерства внутренних дел были проведены спецоперации, в результате которых были задержаны трое жителей Республики Абхазия, граждан Республики Абхазия, имена и данные которых в настоящее время не разглашаются в интересах следствия. В настоящее время круглосуточно проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Расследование проводит Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. При появлении новых каких-то информаций будет сообщено дополнительно в прессу, либо на сайт Генеральной прокуратуры. 8 июля, в День семьи, любви и верности, 5 супружеским парам были вручены медали за любовь и верность. Ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии ежегодно в посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия проводится торжественный прием, на который приглашаются семейные пары, прожившие в браке более 30 лет. Репортаж Саида Черсалия. 5 супружеских пар, проживающих в браке более 25 лет, были награждены медалями за любовь и верность. Ежегодно 8 июля в российском посольстве чествуют людей, которые сохранили семью и пронесли любовь и верность через всю жизнь. Конечно, этот день имеет под собой религиозную основу, но вместе с этим он является и чисто светским, касающимся всех нас, вне зависимости от вероисповедания или национальности. Наши родители, жены, мужья, дети – все они наделяют нашу жизнь смыслом, позволяют чувствовать нашу сопричастность к чему-то большему. Семья – это источник любви, взаимопонимания и уважения. Хотелось бы отметить два очень важных обстоятельства. Во-первых, то, что награждаются пары, семейные пары, зарегистрировавшие брак более 25 лет назад, при этом известные крепостью семейных уз, верностью и воспитавшие детей достойными членами общества. Все это отражает традиционный подход, который всегда поддерживался и будет поддерживаться в республике. Семейные пары являются потенциалом, источником для социально-экономического, для политического развития республики. Супруги Валентин и Инесса Родины женаты уже 56 лет. Валентин посвятил жизнь работе в Сухумском физико-техническом институте. Инесса – заслуженный учитель Абхазии. Более 30 лет она обучала детей русскому языку в горской школе. Заур и Наталья Анкваб в браке 44 года. Они воспитали 3 сыновей. У супругов 8 внуков, которым они передают свои знания и жизненный опыт. По мнению Натальи Анкваб, один из главных рецептов счастливого брака – это соблюдение традиций. Наши действия по жизни определяют всю нашу судьбу. И если по жизни мы будем придерживаться, у нас традиционная абхазская семья, текст традиций, которые нас учили наши старшие, они очень замечательные, наши обычаи, если их придерживаться, мне кажется, все будет нормально. И я бы хотела, чтобы молодые, которые у меня тоже 3 сына, чтобы они, как-то я старалась прививать им это, но не знаю, насколько они это усвоили, но вот это и есть секрет семейной жизни. Хорошее отношение ко всем людям должно быть. Если ты будешь добра к людям, и они будут добры к тебе. Вот добро нести надо. Супруги Хухут и Кама Шамба состоят в браке 38 лет. Проживает семья в селе Тхина Ачамчирского района. Награжденный медалью за любовь и верность Хухут Шамба поблагодарил за чуткость и оказанное внимание со стороны посольства России в Абхазии и Россотрудничества. Ведь государство состоит из семьи. Хочу пожелать присутствующие здесь семьи и в лице вас, которые прожили вместе больше 30 лет,
здоровья, семейного счастья, благополучия. В завершении мероприятия был организован праздничный фуршет. Саид Джарсалия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Мир глазами особого ребенка. Выставка-продажа картин под таким названием прошла в День семьи, любви и верности в Доме детского творчества «Айнар». На выставке были представлены работы подопечных культурно-благотворительного фонда «Ашана» и Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Подробности в репортаже Сарии Кварацхели. Выставка «Мир глазами особого ребенка». Это также возможность для особенных детей показать широкой публике свои рисунки. На выставке представлены работы 24 подопечных фонда «Ашана» и Республиканского детского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Уже в первый день выставки из 60 представленных работ было продано 20. Выставка вызвала живой интерес публики. Сами организаторы отметили, что работы детей привлекают большое внимание. По их словам, мало кто остается равнодушным. Я напоминаю, что это благотворительная выставка-продажа. Все работы, которые выставлены, они продаются. Фиксированных цен нет, но у каждого есть возможность приобрести работу. Вырученные средства пойдут на лечение нашей подопечной Анеллы Лакаши. Мы надеемся, что каждый, кто услышал о выставке, придет, поддержит, приобретет работу. Выставка такого масштаба позволит сделать мир чуточку добрее. Так считает и руководитель Республиканского детского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Ильяна Мухвари. Она каждый день сталкивается с особенными детьми и, как никто, понимает важность и необходимость таких мероприятий. Наши дети требуют внимания со стороны нас, общества, потому что это будущие члены нашего общества. И насколько полноценно они смогут войти, влиться в это общество, зависит от нас, от нашей поддержки, от нашего понимания и внимания. Потому что, к сожалению, пока они больше ограничены миром своей семьи, нашего реабилитационного центра, а они уже подрастают, они многое могут. Вот на этой выставке видно, что у них есть способности, которые тоже могут им помочь найти свою дорогу в жизни. Свои детские работы представила и сама Анелла Лакаши. Именно на ее лечение будут потрачены собранные средства. Девочка увлекается рисованием с детства, и для нее, как для юной художницы, принять участие в такой масштабной выставке очень волнительно. Среди множества своих рисунков Анелла выделяет один, который, по ее словам, ближе к сердцу. Я нарисовала это, потому что люблю Москву, люблю Кремль, он мне очень нравится, он меня вдохновляет, и поэтому я решила нарисовать Кремль. Вот. И я думаю, что этот рисунок очень всем понравится, он будет, надеюсь, они оценят это. Вот. И по времени сколько ты рисовала? Я его рисовала очень давно, это примерно год назад. Впервые родители Анеллы обратились в Ашана в 2012 году. У нее с рождения были серьезные проблемы с челюстью. Девочка не могла самостоятельно питаться. За эти годы Анелла перенесла 6 операций, и несмотря на положительную динамику, ей предстоит еще одна на сумму более 1,5 миллиона рублей. На сегодняшний момент нам нужна операция. И поддержки фонда Ашана, благодаря им мы надеемся, что мои дочки, мои Анеллочки помогут. Спасибо им большое, огромное. Всем участникам выставки вручили памятные подарки. Благотворительная выставка продажи рисунков подопечных Ашана и Республиканского детского реабилитационного центра «Мир глазами особого ребенка» продлится до 11 июля. Сария Кварацхели, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В селе Мгозер Хуагудаутского района завершил работу международный экологический лагерь. Поддержку в осуществлении данного проекта оказала общественная экологическая организация «Апсабара». В течение 10 дней более 40 школьников из Абхазии и России принимали участие в увлекательной экологической экспедиции, организованной российскими учеными. Дети занимались по 4 секциям – орнитологии, ботаники, энтомологии и почвоведению. Мы проводим в полевых условиях, как вы видите, нашу экошколу. У нас замечательный лагерь, который был организован общественной экологической организацией «Апсабара» при содействии волонтеров. Организация «Апсабара» создала такой неформальный комитет
по подготовке экошколы, и я знаю, что масса абхазских волонтеров была вовлечена именно в подготовку лагеря. У нас очень серьезная напряженная программа, по 3-4 лекции в день. Лекции проводят ведущие специалисты Академии наук Абхазии, Российской академии наук, российских университетов. Кроме орнитологии, дети также занимаются у нас ботаникой, энтомологией, собирают насекомых, почвоведением. Отчасти в виде лекции они прослушали другие дисциплины. Ученик Алдахарской школы-интерната Алмаз Барцыц награжден почетной грамотой МЧС Абхазии и памятными наручными часами за мужество и героизм, проявленные при ликвидации дорожно-транспортного происшествия в спасении детей. Церемония награждения прошла в день празднования 13-летия МЧС Абхазии 5 июля. Я хотел сказать пару слов в адрес молодого человека, который так случилось, что он оказался в той машине в Гаграх, когда была авария, там женщина погибла, и он находился в этой машине. И мальчик не растерялся, до прибытия спасателей сам вытаскивал, помогал, оказывал необходимую помощь. И мы считаем, что этот поступок достойный, это будущий спасатель, и поэтому мы от всей души поздравляем. Я думаю, что в рамках совместной программы ЕС и ПРООН в Абхазии прошел первый медовый фестиваль, организованный Центром развития сельского хозяйства и села при поддержке Абхазского национального союза пчеловодов и администрации города Новый Афон. Среди гостей фестиваля была и наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардани. 10 пчеловодов со всех районов Абхазии представили жителям и гостям Нового Афона натуральный мед разных сортов собственного производства, а также различные продукты пчеловодства. Сегодня вот у нас майский мед и каштан. Продукция действительно качественная, здесь мы обманывать никого не можем. Хочется показать то, что есть действительно в Абхазии мед качественный, хороший мед. Пчеловодство в Абхазии имеет многовековую историю. Абхазский мед и воск всегда пользовались большим спросом. В нашей стране произрастает более 2000 различных медоносных растений, и пчеловодством занимаются почти во всех районах республики. Секрет вкусного и полезного абхазского меда в том, что местные пчеловоды разводят серую горную пчелу абхазянку, известную во всем мире высокой продуктивностью, миролюбием и другими ценными качествами. Моя семья очень давно занимается, вот сколько себя помню. Пасека у нас большая, больше 100 ульев. Вот этот вот мед каштановый, он еще 2 недели в улике лежал. Свежий. На медовом фестивале гости и жители Нового Афона также могли попробовать и приобрести другую разнообразную продукцию. Домашний сыр, вино, кондитерские изделия из меда, пряники, баклаву и медовик. Нам нравится на вкус, какой он не имеет значения. Главное, чтобы он был вкусный, приятный и полезный. Мы купили липовый мед, очень вкусный, надеюсь, что полезный, прямо вообще абхазский, натуральный. Будем радоваться и есть. Спасибо всем. Настоящим праздником стал фестиваль для самых маленьких. Детишкам не пришлось скучать, пока взрослые пробовали и выбирали. Их развлекали специально приглашенные аниматоры. Круто! Мне больше всего понравилось все на свете, что тут есть. Мне шарики. Мне понравилось, как нам подарили вот такие шарики. Кошечка мне очень нравится. Я хочу, чтобы этот день никогда не заканчивался. Медовый пряник я съела, и он очень вкусный. Кроме того, на месте была организована специальная лаборатория, в которой специалисты при желании покупателя проверяли качество меда. В последние годы деятельность организаторов этого фестиваля направлена именно на развитие сельских территорий. Медовый фестиваль – один из проектов, реализованных в этом направлении. До этого мы проводили подобные ярмарки, но медовый фестиваль проводится здесь впервые. Главная цель этого фестиваля – поддержка местных пчеловодов, оказание содействия в реализации и рекламе медовой продукции.
to connect to their markets. Участники и организаторы медового фестиваля выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут доброй традицией и будут проводиться ежегодно. Гугу Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Днем местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 25-30. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Ща рвану, а? Ну-ка дай. Насос.